Здравствуйте, уважаемые слушатели. Будем пунктуальными, 10 часов ровно. Мы рады приветствовать вас в Национальной библиотеке Республики Коми. Меня зовут Олеся Владимировна, и я являюсь специалистом сектора поддержки предпринимательства при библиотеке. Вкратце расскажу, почему именно мы проводим данное мероприятие. В 2000 году указом главы Республики Коми была создана сеть информационно-маркетинговых центров предпринимательства по всей Республике Коми. В результате соглашений с муниципальными библиотеками и городскими библиотеками были созданы 21 центр, целью которых стало обеспечение комплексной консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, желающих открыть свое дело. На данном этапе функционирует 17 центров. Основная наша деятельность, конечно же, безвозмездна. Мы проводим такие мероприятия такого плана, как сегодня, а также консультации, но и проводим платные услуги для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также для юридических лиц. За 20-летний опыт работы нами сформированы партнерские отношения с ключевыми ведомствами и организациями, сопровождающими бизнес-сообщество. Но в первую очередь мы, конечно же, библиотека. И когда вы регистрировались на сайте, вы регистрировались также и в качестве читателя. Сегодня вы свою учетную запись подтвердили, и у вас есть уникальная возможность пользоваться интернет-ресурсами, которые представлены на сайте библиотеки, а также есть возможность записаться в электронную библиотеку Литрес и получить логин и пароль сегодня после мероприятия. С января 2023 года мы подключимся к сервису электронных журналов, которые представлены на слайде, вы видите. Если у вас есть желание получать информацию именно с этих периодических изданий, мы просим вас с нами связаться, чтобы в дальнейшем вас включить в рассылку. Будем рассылать вам информацию с этих журналов. Также у нас есть группа ВКонтакте, которая называется «Налоговые декларации в Сыктывкаре». Просим вас вступать. Мы как раз пишем все анонсы в этой группе, мероприятия, которые будут у нас в дальнейшем. И напоследок наши контакты, телефон, наша электронная почта. И еще раз дублируем группу ВКонтакте. Мы открыты для вас и готовы помочь в развитии ваших предприятий. Прежде чем мы приступим к выступлениям докладчиков, я скажу одну ремарочку, что все доклады у нас регламентированы по времени, и когда наши уважаемые партнеры с Управления Федеральной налоговой службы выступят, вопросы, пожалуйста, задавайте им после всех их выступлений, их 3 выступления. Итак, слово предоставляется Летягиной Елене Анатольевне, начальнику отдела расчетов с бюджетом Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми с темой «Порядок уплаты налогов с 1 января 2023 года. Единый налоговый счет». Пожалуйста, Елена Анатольевна. Здравствуйте. А можно презентацию? Так, ну пока включает, да. Я уверена, что вы уже многие знакомы с понятием единого налогового счета и единого налогового платежа. И многие наверняка не первый раз уже слышат эту тему. Поэтому основные термины будут представлены на слайде. Слайды вам будут разосланы, вы можете потом подробно будете все изучить. Поэтому я постараюсь так остановиться на самом главном, на основных вопросах, которые в основном задают плательщики. Так, единый налоговый платеж – это сумма денежных средств, перечисляемых плательщиком на единый счет. Единый налоговый счет – это совокупная обязанность плательщика, это объединение всех наших лицевых счетов и уплата налогов через этот единый налоговый платеж. И вводится новое понятие – это совокупная обязанность. Под совокупной обязанностью понимается общая сумма всех налогов, взносов, пеней и штрафов, которые плательщик должен уплатить. Совокупная обязанность, она формируется на основании представленных самим плательщиком деклараций, расчетов, уведомлений, сообщений об исчисленных суммах налоговых органов, судебных актов, решений о проверках и так далее. Давайте более подробно про единый налоговый платеж. То есть с 1 января все плательщики, включая индивидуальных предпринимателей, физических лиц, будут уплачивать налоги уже на счет, открытый в городе Туле. Этот счет единый для всей России, для всех плательщиков. Получателем платежа будет МИ по управлению долгом. Реквизиты они будут неизменны.
Да, для вас будет меняться только статус плательщика, вы укажете его 01, это плательщик ЕНП, и определенный код бюджетной классификации, код единого налогового платежа. Вот. Все остальные, а к этому, как раньше мы заполняли, они будут иметь нулевое значение. Конечно, есть исключения из правил. То есть если налог самозанятый, плательщик он является самозанятым и уплачивает налоги через приложение «Мой налог», он может так и продолжать уплачивать платежи через это приложение. Под единый налоговый платеж попадают все налоги, которые установлены налоговым кодексом, за исключением НДФЛ с иностранцев, сбор за пользованиями объектами животного мира и водными биологическими ресурсами, а также госпошлина, по которой нет исполнительного документа. Уплачивать налоги удобно через личный кабинет плательщика, либо через учетную бухгалтерскую систему плательщика. И также есть сервис уплаты налогов и пошлин. Там вам не нужно думать, какой КБК указывать и какие реквизиты и счета. То есть программа все сама за вас заполнит. Если вдруг вы заплатите платежи по старым реквизитам, да, в начале года или там какой-то переходный период, то переживать не надо. Мы автоматически их уточним на единый налоговый платеж. То есть вы их не потеряете, не переживайте. Так, единый налоговый счет, как я сказала, это объединение всех сальдо. Если сейчас мы ведем учет в разрезе каждого кода бюджетная классификация, кода КТМО, то в следующем году, да, мы также будем продолжать вести учет в разрезе КБК КТМО, но все сальдо по всем налогам будет сворачиваться в единое, и на это единое сальдо будет начисляться пени. По пене карточка будет отдельная, то есть в налогах будут только начисления и уплата в разрезе КБК и КТМО. Ну и в зависимости от совокупной обязанности, то есть всеми вами исчисленными суммой и уплаты, которую вы произвели, на едином налоговом счете будет образовываться какой-то сальдо, положительное, отрицательное или нулевое. Ну, более подробно про положительное сальдо и задолженность вам расскажет Никулина Елена Витальевна. Я не буду останавливаться на этом вопросе. Как это у нас будет работать? То есть вы заплатили деньги на единый налоговый платеж, сдали декларацию. Налоговый орган на основании ваших деклараций будет распределять платежи в установленный срок с единого налогового платежа на соответствующие налоги. Распределение будет происходить по правилам, установленными статьей 45 Кодекса. То есть сначала будет погашаться задолженность с более ранними сроками уплаты, затем платежи текущие. Если денег будет недостаточно, то они распределятся пропорционально имеющейся задолженности. Ну и в последнюю очередь будет погашена пени, проценты, штрафы. Ну, вообще хочу сказать, что платежи на единый налоговый счет через ЕНП будут поступать в налоговые органы в течение 14 минут. То есть разноску мы будем производить на основании данных ГИС ГМП. При переходе на единый налоговый счет предусмотрены единые сроки для уплаты и сдачи деклараций по всем налогам. То есть как теперь это действует? Сначала вы сдаете декларацию, представляете, да, декларацию, 25 число это по всем налогам, и потом вы уплачиваете 28 числа. Есть исключения из правил, это уплата налогов физическими лицами, имущественных налогов, да, мы все с вами являемся плательщиками имущественных налогов. Это уплата физическими лицами НДФЛ, до 15 июля уплачивается. Это уплата фиксированных страховых взносов индивидуальным предпринимателям, у них срок не позднее 31 декабря. И самозанятые, они уплачивают налог не позднее 25 числа. АУСН у нас нет в Республике Коми, но они тоже исключение. Так, особое внимание хочу обратить на уведомлениях об исчисленных суммах налогов. Они наиболее вызывают массу, наиболее часто по ним возникают вопросы. Уведомления
предоставляется не по всем налогам, а по налогам, которые уплачиваются авансовыми платежами, то есть по которым сначала уплата, а потом предоставление декларации, либо налоговый орган сам исчисляет эти налоги. Ну, к таким у нас налогам относятся это НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги организаций, УСН, ЕСХН, налог с дивидендов по прибыли. Предоставление уведомления, оно необходимо для планового и планомерного пополнения бюджетов, потому что именно на основании ваших уведомлений мы будем распределять деньги вот с ЕНС в уплату этих налогов. Уведомление – это не декларация, оно заполняется достаточно просто, всего 6 реквизитов, ну, максимально упрощено. Оно является многострочным, его можно сдать одно по всем налогам сразу. Даже если, например, вы по налогу на имущество знаете, что у вас ничего не будет меняться, сумма налога, то вы можете в начале года сдать, указав определенные периоды и суммы на весь год, и уже весь год не сдавать. Вот. Оно сдается, можно сдавать его сразу по всем обособленным подразделениям и кодам АКТМО. Но здесь важно, конечно, не ошибаться в отчетном налоговом периоде, годе, ну и КПП АКТМО, то есть, потому что именно по тем реквизитам, которые вы укажете, мы проведем начисление. Если вдруг вы ошиблись, например, в сумме, да, то вам достаточно подать новое уведомление с указанием новой суммы. Ну, естественно, укажете КБК, АКТМО и новую сумму. А вот если вы ошиблись в АКТМО, КПП или отчетном периоде, да, например, то вам нужно сдать, так сказать, по неправильным реквизитам проставить сумму 0 и в этой же другой строчкой добавить правильные реквизиты и новую сумму. Ну и программа автоматически уменьшит неправильные реквизиты и отразит новые. Срок уведомления тоже 25 число, такой же, как для предоставления декларации. Уведомление подается в налоговый орган по месту нахождения. Представить уведомление можно через личный кабинет, ТКС и на бумаге, если плательщик сдает бумажную отчетность. Отмечу, что когда вы представите декларацию, то суммы по уведомлению будут stornированы и отражены по декларации. То есть за основу будет потом браться всегда декларация. Если вы уже забудете сдать декларацию, то уведомление после наступления срока для сдачи декларации плюс 10 дней будет в полном объеме stornировано. То есть так, если плательщик забыл или нарушил сроки за предоставление уведомления, это приведет к начислению пени со срока уплаты до даты зачета платежа из единого налогового платежа, поскольку у налогового органа будет отсутствовать информация о распределении денег в бюджет. Ой. Ага. Так, это я хотела рассказать про... Так, сейчас, секундочку. В течение года, 2023 года, будет переходный период. И вместо уведомлений, если вы не готовы, то есть у вас программное обеспечение не настроено или еще что-то, не можете оформлять уведомления, то допускается оформлять платежное поручение. Но платежные поручения должны быть правильно оформлены. Дальше я покажу, какие реквизиты, расскажу. Да? Потому что если неверно оформите платежное поручение, налоговый орган неоднозначно определит, там скажет налоговый период, то мы это не начислим. Причем извещать вас мы про это не будем. Так, а где-то у меня платежка потерялась. Сейчас, секундочку. Вот. Если вы решили оформлять платежное поручение вместо уведомления, то тогда вы также оформляете платежный документ на счет УФК по городу Тулы, также указываете ИНН КПП получателя МИ по управлению долга. Здесь вы тогда должны будете правильно указать КПП, код АКТМО, КБК налога соответствующего и обязательно статус, он будет 02. Это плательщик, который выбрал... который оформляет платежку вместо уведомления.
То есть очень важно не ошибиться в этих реквизитах. Еще раз повторюсь, если вдруг что-то неправильно, налоговый орган не проведет по этой сумме начисления. Как это работает? В чем разница уведомления и платежки? Да? Уведомление, оно подается в налоговый орган, а это платежное поручение, оно предоставляется в банк. Уведомление у нас – это только сумма начисления, а по платежному документу мы сумму отразим в едином налоговом платеже и на основании этого документа сделаем начисление. Причем вот тот КБК, который будет указан в распоряжении, не означает, что деньги пойдут в этот бюджет. Деньги пойдут на единый налоговый платеж, единый налоговый счет. И если, например, будет недоимка по налогу, то она зачтется по правилам. Но система будет знать, что да, это верно оформленный документ, да, у него статус 02, и она будет по этому документу проведет еще начисление. Да? То есть платежка будет являться основанием для двух проводок. Одна – начисление по установленному сроку уплаты, а другая – это уплата. Она пойдет по правилам, установленным кодексом. В чем минус уведомления, распоряжения? Если вы ошибетесь, то вы не можете заново подать платежку. То есть уточнить сумму по документу можно только путем уведомления. Но если вы подали уведомление, вы теряете право оформлять документы уже, оформлять уведомления в качестве платежек. Как вот на примере, да, это, допустим, понятно, сейчас будет более понятно. Например, вы оформляли верно платежи, перечисляли их, да, например, перечислили 15 января. Эти деньги будут на едином налоговом счете. Допустим, будет переплата. Затем наступает срок уплаты, 28 января, мы проводим начисление. Проводится зачет с ЕНП в уплату этого налога, и сальдо 0 и по налогу, и на НС. В феврале вы также сделали, все верно оформили, тот же самый механизм. А вот, например, в марте вы решили подать уведомление. Да? Например, уплату не сделали. То есть на основании этого уведомления сумма начислится. Да? Например, если нет уплаты, будет задолженность. А потом в апреле решили опять вернуться и оформить платежку верно. И хотите, чтобы на основании этой платежки была начислена сумма. Так вот нет. Раз вы в марте подали уже уведомление, ваше право утрачено, платеж отразится в ЕНС, но начисление по нему не проведется. Вот. То есть либо весь год сдаете, оформляете распоряжение, либо все-таки переходите на уведомление. Но уведомление все-таки проще в плане того, что можно одно на все суммы. Да? Если там в уведомлении вы 6 раз заполнили реквизиты, то в платежке и статусы не ошибиться, и счет надо все правильно указать. Да? То есть все-таки уведомление, оно рано или поздно вы перейдете, поэтому лучше сразу, наверное. Своевременное предоставление расчетов и деклараций, а также уведомления – это в интересах самого плательщика, чтобы в дальнейшем, как я говорила, вам не начислили пени со срока уплаты, установленного по декларацию, по дату проведения зачета, так как обязанность по уплате налогов считается исполненной со дня учета на ЕНС совокупной обязанности при наличии на эту дату положительного сальдо. Здесь важно обратить внимание, в какие сроки, это статья 11.3 Налогового кодекса, разносятся суммы в лицевые счета. Да? Например, налоговая декларация, она отражается в лицевом счете со дня предоставления расчета, но не ранее срока уплаты. То есть если вы подали вовремя 25 числа, например, сдали декларацию, наступил срок уплаты, сумма отразится в карточке 28 числа. А если вы забыли сдать декларацию, да, тут в примере вывели, например, вы оплатили ЕНС 15 числа, все правильно, но забыли представить декларацию и сдаете ее 3 февраля. То есть уже когда прошел и срок для сдачи декларации 25, и срок для уплаты. Вот именно 3 числа, когда у нас отразится со дня предоставления, да, 3 числа мы отразим
в карточке ваши начисления. И именно 3 февраля с единого налогового платежа будет сделан зачет. Будет сделан зачет. Ну и, соответственно, с 31 января, потому что 28 это выходной день, он переносится на 30 число, будет с установленного срока уплаты по дате зачета будет начислена пеня. А вот налоговые декларации к уменьшению, да, они разносятся в лицевой счет со дня вступления в силу решения налогового органа о камеральной проверке, либо по истечении 10 дней после ее окончания. То есть срок для проведения камеральной проверки 3 месяца. Да? Ну вот в качестве примера тоже мы так, привели, когда камеральная проверка проводилась месяц. Да, ну, например, конечно, налоговый орган старается вовремя проводить, там, оперативно, но тем не менее вы должны этот момент учесть, чтобы потом в дальнейшем избежать конфликтных ситуаций. Да? То есть у вас есть задолженность, вы сдаете уточненную декларацию и думаете, что она отразится по… Ну, пример будет на экране, на слух это сложно воспринимается, вы подробно рассмотрите. Я только заострила внимание сроки, когда представлять, поэтому их надо вовремя сдавать декларации. Давайте я немножко кратко расскажу, как мы сальдо. Так, это вот все примеры про пени. Они подробные посмотрите, как будет образована сальдо на 1 января. Ну, это общая сумма недоимок штрафов. Сюда же включить задолженность по госпошлине, по которой выдан исполнительный лист и есть задолженность. Но в сальдо мы не включим. Есть особенности, установленные пунктом 5 и 6 Федерального закона 263 ФЗ. Переплата старших 3 лет, которая образовалась на 31 января, она не войдет в сальдо на 1 января. То есть она будет исключена. Она никуда не пройдет, она будет в отдельной вкладке, ее можно будет вернуть только по суду. Еще что не войдет? Сумма переплаты по субъектовой прибыли. Она не входит в переплату, но при этом, если имеется задолженность по другим налогам, то эта переплата автоматически будет зачтена. Если нет задолженности, то переплата по прибыли будет у вас оставаться, ну, как бы навсегда, пока не будет образовываться отрицательное сальдо. И еще один нюанс – это по налогам, которые уплачиваются авансовыми платежами, это, напомню, НДФЛ, страховые имущественные налоги организации, УСН, ЕСХН, по ним переплата на 1 января будет в полном размере зарезервирована. Вот какая есть переплата на 1 января, будет зарезервирована. Потом, когда наступит срок для предоставления декларации, вы сдадите декларацию, эта зарезервированная сумма будет stornирована и разнесется сумма по декларации вашей. Ну и будет высвобождаться, если переплата, она сразу уйдет в единый налоговый счет. Вот так это будет работать. Ну, в настоящее время вам всем разосланы информационные сообщения, да, где вы могли бы уже, ну, наверняка сверились и какие-то конфликтные ситуации, я надеюсь, урегулировали. В личном кабинете вы сможете получить всю детализированную информацию о состоянии счета, о распределении денег. Вы в личном кабинете, он будет изменен уже в новом году, и вы можете там сдать уведомление, оформить платежное поручение. То есть сервис удобный, и аналогичный доступ будет у плательщиков его в бухгалтерской системе, которая у нас взаимодействие по API. То есть 2 системы, ваша и наша, напрямую взаимодействуют. Вообще вы будете видеть все теми же глазами, что и мы. Ну, вот так вот кратенько. Спасибо, Елена Анатольевна. Далее слово предоставляется Никулиной Елене Витальевне, начальнику отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми с докладом «Изменение порядка взыскания задолженности с 1 января 2023 года». Елена Витальевна, пожалуйста. Добрый день.
По блоку моего направления были вопросы, связанные с возвратом переплаты свыше 3 лет, но если вы обратили внимание, в первом докладе у Елены Анатольевны уже прозвучало о том, что переплата свыше 3 лет, она не образует, она не входит в единый налоговый счет, соответственно, понимаем о том, что ее возвратить в 2023 году возможно только в судебном порядке. При этом нужно всем понимать, что придется доказывать тот факт, что налоговый орган никогда не исполнял свою обязанность по уведомлению вас как плательщика о том, что данная переплата была. То есть даже в суде, если мы будем встречаться, норма Налогового кодекса, действующая в редакции текущих периодов, она говорит, что налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика о переплате. Если он не уведомил, соответственно, мы тогда обязаны будем ее возвращать в 2023 году. Основные документы, вот кто не должник, может быть, не совсем будет меня понимать, но основные базовые документы, связанные с взысканием, это у нас требования об уплате налога, первый этап, 69-я статья Налогового кодекса. Далее решение о взыскании за счет денежных средств, решение выносится по 46-й статье Налогового кодекса. И далее мы переходим к порядку взыскания за счет имущества. Меня хорошо слышно, да? За счет имущества это 47-я, 48-я статьи Налогового кодекса. Переходные периоды 263-го федерального закона, они нам говорят о чем? Что, может быть, просто кто-то внимательно читает и обращает на это внимание, что в 2023 году, после того, как налоговый орган начнет процедуру взыскания, начнет направлять требования, принимать решения о взыскании, то ранее направленные документы, они считаются недействительными, подлежат отзыву. Здесь смысл-то в чем? Не в том, что прощается налоговая задолженность, просто меняется порядок ее учета. Всего лишь навсего. И для исполнительных документов, то, что касается судебного исполнительного производства в отношении физических лиц по судебным приказам, то, что есть у судебного пристава о взыскании за счет имущества, эти документы, они продолжают действовать в установленном сейчас порядке, ничего с ними не происходит. Все, что будет взыскано судебными приставами, будет поступать в бюджет в качестве единого налогового платежа. Так, а как-то вот что делать, чтобы ровно-то выходило на экран? Чтобы ровно листалось. Вот что мне нужно сделать? Почему половинку у меня? Статья 69. Будьте добры, поставьте. Следующий вот я теперь листаю, да? Спасибо. Сроки для направления требования, они определены сейчас с учетом нового положения, то есть мы уже отталкиваемся от отрицательного сальда единого налогового счета. И в том случае, если сумма долга будет составлять более 3000 рублей, срок для направления требования – это 3 месяца от 1 января 2023 года. Если сумма менее 3000 рублей – это 1 год. Какой очень важный принципиальный нюанс? Он относится к требованию об уплате налога. Если мы раньше с вами его получали и понимали, что вот у меня НДС по сроку 25-е, я должна там 100 рублей, согласно этого требования, согласно своей декларации. Сейчас норма кодекса нам говорит о том, что требование считается исполненным на момент его фактического погашения и сравнивается именно с отрицательным сальдо по единому налоговому счету на момент погашения. То есть чем дольше мы не платим, тем больше образуется долг, тем, соответственно, увеличивается та обязанность, которую необходимо будет погасить по данному направленному требованию. Оно направляется единожды при наличии отрицательного сальдо и прекращает свое действие только когда вы перейдете в переплату или на ноль. Требование будет выглядеть таким образом, и мы видим с вами, что форма единая как для налогоплательщиков юридических лиц, физических лиц, и направление требований на результаты по доначислению по мероприятиям налогового контроля не предусмотрено, направление уточненных требований также не предусмотрено. Все это вытекает из того первого базового положения, что требования действуют именно на сумму долга фактического, которая есть у должника. Мы видим с вами колоночку наименования налога, то есть в направленных требованиях будут перечислены те налоги, на которые сформируются требования на момент его направления. Дальше у нас предлагается к оплате QR-код, и содержит он реквизиты единого налогового платежа для того, чтобы оплатить все вместе одним перечислением. Что такое?
По 46 статье, статья 46, по 46 статье это взыскание за счет денежных средств. Также очень важный принципиальный момент. Оно, это решение, так же, как и требование, будет действовать уже на момент погашения именно по 46 статье за счет денежных средств в рамках того отрицательного сальда по единому налоговому счету, который образуется уже к моменту именно этого взыскания. Налоговая инспекция будет направлять в банки поручения о взыскании денежных средств, размещаться они будут в реестре решений, и когда это сальдо будет меняться отрицательное, то будет происходить замена платежных документов. Рассмотрим на примере. Допустим, сейчас уже март 2023 года, и в отношении организации в связи с наличием задолженности 21 февраля были приняты решения взыскания за счет денежных средств. Также 21 февраля в банк было направлено поручение налогового органа о взыскании вот этой суммы долга, которая была 100 тысяч рублей. Ничего не происходит, денег нет, есть новый срок уплаты налога 28 февраля. Еще дополнительно возникает 100 тысяч рублей, сальдо единого налогового счета становится минус 200 тысяч рублей. И на следующий рабочий день, 1 марта, налоговым органом формируется и размещается в реестре новое поручение с суммой 200 тысяч рублей. Номер поручения тот же, дата поручения та же, меняется только сумма. Очередность по Гражданскому кодексу не меняется и подлежит исполнению уже в этом полном объеме. Это норма налогового кодекса. Решение о взыскании денежных средств, как я уже сказала, будет учитываться в реестре. И единая форма у нас для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физического лица – это начало процедуры взыскания. Очень важным принципиальным моментом для бюджетных учреждений в 2023 году является то, что отменяется судебный порядок взыскания долга. То есть ранее при наличии задолженности более 5 миллионов рублей мы ходили дружно в арбитраж и получали исполнительный документ для того, чтобы начать процедуру взыскания. Новая редакция налогового кодекса этот момент упраздняет, и из бюджетных учреждений вне зависимости от суммы долга мы переходим на бесспорный порядок взыскания. Подытоживая работу с банками, можно определиться, обратить внимание на следующие изменения, которые нас с вами ожидают. Мы переходим в систему межведомственного электронного взаимодействия с банковскими учреждениями, в котором будут размещаться документы как наши, так и банковской системы. Учет всех документов будет проводиться в реестре решений о взыскании. Сумма долга будет меняться в поручениях налогового органа, то есть не будет как такового отзыва. Да, она будет просто, эта сумма, меняться в зависимости от изменения отрицательного сальда единого налогового счета. Поручение будет одно, без разбивки налог, пени, штраф. Очередность будет для взыскания единая. Это третья группа очередности, за исключением должников, находящихся в процедуре банкротства. Нюанс для физических лиц – это то, что мы уходим от бумажного документа оборота по исполнительным документам. То есть судебный приказ, он будет получаться при наличии долга так же, как и сейчас. То есть с физического лица нельзя просто так деньги списать в бюджет. Мы идем в суд. Суд рассматривает, устанавливает законность, получаем судебный приказ. Ранее эта бумага гуляла везде. Гуляла в банках, гуляла в подразделениях судебных приставов. Уходим от бумажного документа оборота, но порядок, он все-таки остается судебный. И после того, как в отношении лица будет получен судебный приказ, в этом реестре решения взыскания размещается эта информация о полученном судебном приказе и отправляется в этот же реестр поручение о списании денежных средств со счетов физического лица. Новая норма – это то, что это пункт 7, то, что сейчас будет в 2023 году возможно открыть счет при наличии приостановления операций по счетам. Нюанс заключается в следующем. Зачислять денежные средства на этот счет будет можно, а расходование средств при наличии приостановления, оно будет ограничено 76 статьей Налогового кодекса. И
перечислять эти деньги можно будет либо в бюджет, в уплату налогов, либо в те платежи, которые предшествуют перечислению налоговых платежей. Это момент важный для тех, кому необходимо было открывать спецсчета для определенных контрактов, для совершения определенных операций, и при остановлении налогового органа часто блокировало эту возможность. Сейчас этот момент становится более комфортным. И в один день будут разблокированы счета при погашении налоговой задолженности. Как я сказала, мы переходим с банками в систему СМЭФ. Будет организовано 2 потока документов, и уже с 1 декабря ряд банков, крупные банки все, вошли в тестовое пилотирование вот этого документа оборота электронного. Мы меняемся и испытываем каналы для того, чтобы у нас не было никаких проколов и неприятных моментов в 2023 году. Этот слайд можно будет, как сказала Елена Анатольевна, мы разместим в открытом доступе слайды, посмотреть более внимательно. Это схема нашего взаимодействия с банками. Основной момент будет какой, на что здесь обращу внимание, что актуализация сведений о сальдо единого налогового счета, вот когда мы перешли в процедуру взыскания, она будет проходить 2 раза в день. То есть банк будет видеть в 9 утра и в 15 часов то, что происходит, каким образом меняется вот эта вот обязанность. Если же становится сальдо положительным или оно стремится к нулю, то приходит к нулю, то эта информация будет незамедлительно размещаться в реестре по каналам СМЭФ. Банк может это все видеть. Это направлено для того, чтобы исключить те риски, которые могут возникать с необоснованным списанием. То есть все происходит в онлайне. Безусловно, мы становимся заложниками интернета, от этого никуда не денешься. Но максимально оперативно информация будет размещаться и доступна для банков в нашем электронном общем цифровом поле. Это дальше следующие моменты у меня касаются осуществления зачетов и возвратов. Уже прозвучало в докладе у Елены Анатольевны важный момент о том, что на едином налоговом счете изменение обязанностей после представления уточненной декларации к уменьшению, которое представлено после срока уплаты, происходит после завершения камеральной проверки, либо в течение 10 дней от того срока, когда по 88 статье Налогового кодекса эта камеральная проверка должна была бы быть завершена. Почему это делается? С одной стороны, да, мы с вами приходим к риску, что может как-то замедлить получение справки об отсутствии задолженности, когда именно эта уточненная декларация выравнивала ваши налоговые обязательства. Но с другой стороны, мы понимаем, что в условиях единого налогового счета возврат денег из бюджета происходит максимально оперативно, происходит в течение 1 дня. И бюджет не может допустить той ситуации, когда представленная уточненная декларация к возмещению 100-200 миллионов приведет к тому, что деньги на следующий день вернутся по правилам Налогового кодекса, и это будет потеря бюджета. Поэтому этот момент тоже надо понимать и быть к нему готовым. По зачету в рамках единого налогового счета денежные средства могут зачитываться в счет исполнения обязанностей другого лица. Комфортно, удобно, то есть за вас могут заплатить, вы можете заплатить. Далее, в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, в счет исполнения решений налогового органа и в счет погашения задолженности, которая не учитывается в совокупной обязанности. Для проведения возврата условия стали максимально комфортными. Если вот про взыскание послушали, может быть, как-то и тяжеловато воспринимается, и видим какие-то риски, то для возврата все максимально для налогоплательщика. Возврат в 1 день, отказ в возврате может быть только тогда, когда у вас нет расчетного счета. Если сумма по заявлению не совпадает с суммой фактического положительного сальдо единого налогового счета, то осуществляется возврат в пределах того, что сформировано на едином налоговом счете. Никаких отказов быть не может. Кроме того, сокращен значительно тот срок, по истечении которого из бюджета будут выплачиваться проценты, если по вине налогового органа возврат не проведен своевременно. Сейчас это 30 дней, в новой редакции следующего года это 10 дней. То есть если по истечении 10 дней после направленного вами заявления денежные средства налоговым органам не возвращаются, начинают исчисляться проценты. И по переходному периоду, связанному с подачей заявлений.
Это написано в 4-5 статье 263 Федерального закона. Вот если сейчас подавать заявление о возврате, заявление о зачете, то они по правилам действующей редакции Налогового кодекса могут быть еще не исполнены, потому что сроки там тоже для налогового органа существуют сейчас не один день. И эти заявления, они исполнению не подлежат. Это определено Налоговым кодексом. Какое-либо именно решение об отказе, оно выноситься не будет. Если кто-то такие заявления оформит, то в следующем году будут направлены информационные сообщения, сформированные в автоматическом режиме, предлагающие подать новое заявление уже по правилам единого налогового счета. Все, спасибо. Спасибо, Елена Анатольевна. Следующий доклад по теме изменения отчетности по страховым взносам и НДФЛ с 1 января 2023 года представит Павлов Дмитрий Владимирович, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми. Дмитрий Павлович, пожалуйста. Всем доброго дня. Ну, в связи с введением Института единого налогового счета, объединением Пенсионного фонда, Фонда социального страхования с целью упрощения администрирования НДФЛ страховых взносов, у нас со следующего года в Налоговый кодекс внесены изменения следующего характера. Начнем со страховых взносов, там более-менее понятно для бухгалтеров, да? Дальше потом НДФЛ. Значит, решили мы сделать таким образом, чтобы вы видели, что сейчас и что изменится со следующего года. Первое, да, это изменится база для исчисления страховых взносов. То есть сейчас вы исчисляете отдельно для пенсионного фонда, для фонда обязательного медицинского страхования, для фонда социального страхования, отдельно считаете в расчете по страховым взносам. Со следующего года это будет единая база. По новой форме расчета по страховым взносам фонды отсутствуют, ну, за исключением доп. Тарифов. Изменяются необлагаемые выплаты. Сейчас вы не облагаете выплаты по договорам гражданско-правового характера, фонд социального страхования. Со следующего года эти выплаты будут входить в единую базу, да, то есть будут облагаться в общеустановленном порядке. Со следующего года меняются тарифы по страховым взносам. Да. Ну, в целом они не меняются в общей сумме, да. Просто с учетом того, что будет единая предельная база, немножко будем по-другому считать. Да. То есть, ну, не буду про ставки конкретно говорить, все видно здесь. Да. Скажу, что вот в 2023 году, да, вы будете исчислять 30% это в пределах, да, и 15,1% это свыше предела единого тарифа. Соответственно, меняется и предельная величина этой базы. Да? То есть сейчас это для ОПС, для ФСС там вот свои цифры. Со следующего года эта сумма составит 1 917 000. По срокам уплаты страховых взносов. Сейчас вы уплачиваете не позднее 15 числа следующего календарного месяца. Со следующего года это будет 28 число следующего календарного месяца. По отчетности. В налоговый орган вы сейчас представляете расчет по страховым взносам, да, который представляется не позднее 30 числа месяца, следующего за расчетным либо отчетным периодом. Со следующего года вы также будете представлять расчет по страховым взносам, только теперь это не позднее 25 числа месяца. Он будет в упрощенном варианте. Это будет расчет по страховым взносам без третьего раздела, так называемого. Далее появляется у нас отчетность. Это персонифицированные сведения. Он представляется один раз в месяц, каждый месяц, не позднее 25 числа следующего месяца. Это уже, по сути, третий раздел текущего РСВ. Также необходимо будет представлять уведомления об исчисленных суммах налога, которые будет также необходимо представить не позднее 25 числа, ну, в общие сроки. Так, теперь изменения по НДФЛ.
они более такие глобальные для понимания. Давайте пройдемся тогда, да. Первое, да, что меняется, самое основное, это дата получения дохода. Ну, мы выделили заработную плату, потому что сейчас дата получения дохода для заработной платы – это последний день месяца, да, а в следующем году это фактическая дата выплаты дохода. То есть если говорить о том, что мы выплачиваем по Трудовому кодексу заработную плату 2 раза в месяц, то есть у нас теперь будет 2 даты, да? Это заработная плата за первую половину месяца и заработная плата за вторую половину месяца. Дата удержания НДФЛ. Вот смотрите, да, мы специально выделили красным, потому что много вопросов, а каким образом теперь удерживать НДФЛ. Ну, на самом деле он как сейчас удерживается в день выплаты, так и в следующем году также удерживается в день выплаты. Что меняется существенно, это срок уплаты этого НДФЛ. Сейчас, да, вы должны заплатить в бюджет удержанный НДФЛ, который вы удержали в день выплаты, не позднее дня, следующего за днем выплаты работнику. По больничным и отпускам это не позднее последнего числа месяца вы это делаете. Что будет со следующего года? Вы должны вот этот удержанный НДФЛ, который удержан в период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, заплатить 28 числа этого текущего месяца. Это общие сроки, да, которые будут грубо идти с февраля по декабрь. Да. В январе будет особый свой срок. Это если вы удержали НДФЛ в период с 1 января по 22 января, вот вы должны уплатить его 28 января. Если вы по декабрю удержали НДФЛ с 23 декабря по 31 декабря, то здесь НДФЛ уплачивается не позднее последнего рабочего дня. Да, то есть обратите внимание. Ну, давайте вот рассмотрим пример, чтобы было более-менее понятно. Это вот как раз по срокам уплаты. Мы поставили пока простые условия. Работник принят с 1 марта, ранее он нигде не работал. Заработная плата там, с учетом всех там, надбавок, коэффициентов у него грубо там, 100 тысяч рублей. У работника имеется ребенок 8 лет несовершеннолетний. По положению в обществе, да, заработная плата выплачивается там, за первую половину марта, ну, грубо, 25 марта это 40%, да, от общей суммы начисленной заработной платы, а за вторую половину 60%. Что вы делаете сейчас? Выплачиваем заработную плату за первую половину, да, 40 тысяч рублей, ну, исходя из того, что у нас 40%. Вы вправе здесь в этом году и ранее, да, не удерживать НДФЛ, потому что удержание, дата выплаты дохода считается последний день месяца. Поэтому здесь мы НДФЛ не удерживали и не перечисляли. В конце месяца мы уже начисляем зарплату, предоставляем стандартный налоговый вычет 1400 рублей по нашим условиям. Выплачиваем заработную плату уже окончательно 10 апреля. Соответственно, вычитаем из общей суммы начисленной заработной платы стандартный налоговый вычет, еще рассчитываем НДФЛ, вот как на примере, да, у нас получилось, и выплачиваем зарплату за вычетом уже удержания НДФЛ. У нас получилось вот 47. Соответственно, этот НДФЛ мы по кодексу сейчас удерживаем 10 апреля, так как выплатили зарплату 10 апреля. И по кодексу уплачиваем уже на следующий день, это 11 апреля. Что будет со следующего года? В корне меняется все. Также выплачиваем заработную плату за первую половину не позднее 25 марта. Видите, да, у нас цифра уже другая совершенно, потому что мы обязаны сейчас удержать НДФЛ 25 марта, да, так как теперь меняется дата выплаты дохода, это день выплаты дохода.
Обратите внимание, что уже с начала месяца мы обязаны предоставить стандартный налоговый вычет сразу же к этой выплате, да, и у нас НДФЛ будет уже за вычетом стандартного налогового вычета. Так как мы удержали НДФЛ 25 марта, мы уплачиваем его 28 апреля, то есть уже в следующем месяце. Что дальше? Выплачиваем заработную плату за вторую половину месяца, не позднее 10 апреля. С нее также обязательно удерживаем НДФЛ. Заметьте, опять предоставляем стандартный налоговый вычет. По примеру, удержали 10 апреля, уплатили НДФЛ также 28 апреля. Обратите внимание, что на примере мы стандартный налоговый вычет предоставили как будто бы дважды. Да? На самом деле это не совсем так, потому что у нас условие было такое, что он с 1 марта у нас пришел на работу. Поэтому если относительно апреля это будет, то есть дальше, да, то уже по, грубо, авансу за апрель вы уже стандартный налоговый вычет не предоставляете, потому что у вас стандартный налоговый вычет предоставляется один раз в месяц. Это просто на то, чтобы вы обратили внимание. Теперь по отчетности. Сейчас, да, вы представляете 6 НДФЛ, классические, не позднее последнего числа месяца это квартальный, и годовой не позднее 1 марта. В 2023 году меняются условия. Вы годовой 6 НДФЛ представляете 25 февраля. Это также относится уже к 6 НДФЛ за 2022 год, эти сроки. То есть они у вас сменились, не обратите внимание на это. И квартальные вы уже будете представлять не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом. Помимо этого вы представляете уведомление об исчисленных суммах налога не позднее 25 числа месяца уплаты. Это общие сроки. И есть одно уведомление, которое будет необходимо представить не позднее последнего рабочего дня года за период удержания с 23 декабря по 31 декабря. Да, обратите внимание. К нашему предыдущему примеру. Как будет составляться отчетность? Да? Сейчас вы, исходя из того, что работник у нас с 1 марта принят, заработная плата за первый квартал, мы считаем, да, выплачена, вы сейчас бы предоставили бы 6 НДФЛ за первый квартал, отразили бы в разделе 2 сумму дохода, о том, что она выплачена по трудовому договору, отразили бы сумму вычетов и сумму исчисленного налога. По этому же человеку вы бы предоставили 6 НДФЛ также за второй квартал. Раздел 2 у вас идет нарастающим итогом. Вы добавляете уже всего удержано, и это в разделе 2. И в разделе 1 дополнительно вы указываете, какая сумма всего удержана и, соответственно, срок перечисления налога. Да? В нашем случае это 11 апреля. В справке, сведениях по форме 2 НДФЛ, которая сейчас в составе, да, у нас 6 НДФЛ, месяц дохода будет отражен 3. Со следующего года все это меняется. Вы теперь представляете 6 НДФЛ также за первый квартал. Мы сделали пример по первой половине заработной платы, потому что каждой выплате теперь это будет, да, поэтому смотрите, что получается, что вы уже раздел 2 заполняется с учетом всего, что мы ранее говорили, это сумма дохода, сумма исчисленного налога. Здесь, смотрите, да, добавилось о том, что мы эту сумму удержали. Ранее мы не отражали эти данные за первый квартал. Вот. Но также по этой выплате, которая за первую половину, вы представляете 6 НДФЛ за второй квартал, отражаете только раздел 1
по этому человеку. Поле 020 – сумма налога, подлежащего перечислению, и новая форма, новое поле 021 по первому сроку уплаты, да, который у вас будет 28 апреля. Сведения уже по форме 2 НДФЛ на этого человека заполняются следующим образом. Да. Вы в месяц дохода 0,3 ставите заработную плату, выплаченную за первую половину месяца, а в месяц дохода 0,4 заработную плату за вторую половину месяца. Да. То есть у вас сейчас пойдет разбивка этих сумм. Да, это такие разъяснения. Вот письмо ФНС мы указали. По поводу уведомления об исчисленных суммах налога, да, были вопросы, касающиеся того, как по обособленным подразделениям представлять. На самом деле это очень просто сейчас будет делать. Вы представляете это уведомление. Вот здесь видите, да, у нас КПП указан, коды КУТМО, КБК. То есть головная организация вправе представить единое это уведомление, в котором у вас будет уже отражено все ваши КПП, все коды УКТМО, куда необходимо будет списать денежные средства с единого налогового счета. Ну и форма 6 НДФЛ, да, которая меняется, это раздел 1 в основном, то, о чем мы говорили, да, это вместо срока уплаты налога, когда вы проставляли сумму налога и конкретно срок уплаты налога, вместо этого сейчас будет по первому, по второму, по третьему, по четвертому. По первому, второму, третьему понятно, да, это каждый месяц квартала, каждый месяц. А по четвертому сроку это вот как раз наша с вами история, когда мы с вами последний рабочий день декабря должны будем отразить. Ну, это вот через год. Да, в целом, наверное, все. Это основные изменения. Если есть вопросы. Ну вот. Да. Да, вопрос по декабрю. Не видела, кто говорил. Вопрос касательно НДФЛ за декабрь. Если 29 декабря аванс перечисляется, 15 зарплата за декабрь, когда удержать НДФЛ, когда заплатить, как отчитаться? Ну вот смотрите, да, вот на этом слайде есть указание на письмо ФНС, как это сделать на самом деле. То есть, исходя из этих разъяснений, что получается, да, вы действительно, выплачивая аванс или первую часть заработной платы, да, за декабрь, вы не удерживаете НДФЛ, это действительно так. Вот, вы должны по текущим правилам сделать это в следующем периоде, когда уже выплатите заработную плату. Соответственно, переходных положений никаких нет. Вот, поэтому, так как вы выплатите заработную плату итоговую в январе, вы в январе же эту сумму НДФЛ и удержите. И уже эту сумму НДФЛ платите по новым правилам. Ну и, соответственно, все расчеты 6 НДФЛ также заполняются по новым правилам уже. Напомните, пожалуйста, у вас день выплаты заработной платы? 15 января. Ну вот смотрите, вы с 1 по 22 будете выплачивать, да, соответственно, этот НДФЛ у вас, вы должны будете за декабрь заплатить 28 января. Итоговый весь. Ну, поэтому переходных положений нет, только так. Ну и вот письмо ФНС вы можете еще вот ознакомиться. Вот. Если есть обособленное подразделение, 6 НДФЛ так и остается, что сдается в каждую инспекцию. Порядок, да, представления расчета 6 НДФЛ, но он остался старый. Просто платеж один. Вы пополняете, уже головная организация пополняет единый налоговый счет, да, и головная же организация представляет уведомление об исчисленных суммах налога, где отразит каждый КПП, сумму налога, УКТМО и все остальное, ну и КБК, естественно. Спасибо.
Вопрос, можно сказать, тот же самый, только, скажем, январь. В январе следующего года аванс 29-го, зарплата 15 февраля. Получается, аванс, то, что выдаем в январе, он в доходы января не смотрите. получится, да, он в феврале уже сядет. Вот пример, который мы с вами рассматривали. У нас теперь дата получения дохода – это день выплаты этого дохода. Вы выплачиваете заработную плату за первую часть. Ну, мы ее не называем принципиально аванс, потому что в Трудовом кодексе нет понятия аванса. Да? Есть заработная плата за первую половину месяца и за вторую половину. А за первую половину месяца вы будете в январе выплачивать 29-го. Да? Соответственно, 29-го вы удерживаете НДФЛ. Так как ваш период попадает с 23 января по 22 февраля, вы этот НДФЛ уплатите, вот как в нашем примере, В феврале. Уже в феврале. Но доход сядет как в январе. Да, но доход человек получил именно в январе. 2 НДФЛ Да, сядет. 2 НДФЛ это будет январь. Все, спасибо. Все, да. Спасибо. Ну, здесь какие были вопросы? Как оформить платежное поручение? Мне кажется, на слайде вы увидите, там есть ответы. То есть, да, указываем реквизиты УФК по городу Тулы, получатель МИПа УДО, там начинается на 77, КБК единого налогового платежа, статус 01. Это если вы уплачиваете единый налоговый платеж. Потом задавали вопрос про сдачу уведомления по УСН за 2023 год. Сдается ли уведомление в 25 января? Нет, потому что для УСН установлена квартальная уплата авансовых платежей. И первый срок уплаты у нас наступает 25 апреля. Какой нюанс? У 25 апреля 2023 года вы сдадите годовой расчет и сдадите уведомление за первый квартал. Ну, потом уведомление будет сдано 25 июля, 25 10, и опять за год 23 сдадите 25 апреля 2024 года и первый квартал. Вот. Если нюанс такой, если у вас, например, по страховым взносам, если у вас срок предоставления расчета и уведомления совпадает, то уведомление сдавать не надо. То есть вот по страховым взносам, да, в январе вы сдадите только расчет 6 РСВ. В феврале вы сдадите уведомление. У нас есть, я не знаю, вот такую табличку, у нас есть группа ВКонтакте, есть промо-страница на сайте ФНС, и там такая выложена очень удобная экселевская табличка. Она для удобства плательщиков, по каким налогам сдается, какой срок предоставления декларации, какой срок для уведомления, и в каких случаях совпадает уведомление с расчетом, и уведомление не предоставляется. То есть вот эту табличку обязательно скачайте. И я не знаю, мы давали ее, да? Вот, вам все разошлет, вы там все поймете. Там все понятно и доступно, потому что я тоже ее использую как шпаргалку. Вот. Потом был вопрос, а можно ли порядок распределения какой-то особый при зачете сдачи декларации? Нет. Распределение с ЕНП строго по установленным правилам статьи 45. Сначала недоимка более ранняя, затем текущие. Вот. То есть у плательщика сейчас нет выбора. Я хочу оплатить тот-то налог. Нет. Но, оговорюсь, есть форма заявления в счет предстоящих платежей. То есть если у вас сальдо ЕНС положительное, и вы все-таки хотите, чтобы ваши деньги хранились по какой-то причине на конкретном налоге, то вы можете подать уведомление в счет предстоящих платежей. И вы там укажете срок, КБК, и эти деньги будут храниться там до наступления этого срока, но при условии, что за весь период у вас достаточное положительное сальдо на ЕНС. Если вдруг будет образовываться задолженность, то переплата сразу уйдет в погашение недоимки, потому что по правилу ЕНС не может быть одновременно недоимки и переплаты, то есть свернутая сальдо всегда. Еще я хотела обратить внимание, что если вот задавали вопрос, не у вас, а вообще часто задают, если по уведомлению сумма
а может быть и здесь задавали, как бы нету к исчислению налогов, сумма 0. Да, нужно ли подавать уведомление? Вот если сумма нулевая, то вот пока ФНС рекомендует, что можно не сдавать, за это ответственности не будет. Ответственность за непредоставление, если сумма к начислению. И в связи с тем, что вот объединяется пенсионный фонд и фонд соцстраха, планируется внести изменения в бюджетную классификацию. Приказ 107Н, в бюджетную классификацию перечень кодов до нас еще официально не доведен. Я думаю, вот прямо в ближайшее там время, обычно Минфин утверждает в последнюю неделю декабря. То есть следите за бюджетной классификацией, то есть должны быть изменения. Напомню, промо-страница на сайте ФНС, у нас есть группа ВКонтакте «Налоги сегодня», то есть там можно тоже это отслеживать. И еще задавали вопрос, как уплачивать неналоговые доходы, например, госпошлина за подачу заявления в суд. Суд общей юрисдикции. Да, то есть реквизиты, счет получателя мы всегда с вами указываем УФК по городу Тулы. Вот, КБК в данном случае будете указывать это конкретные госпошлины. Но, и там статус будет определенный, но 107Н находится на утверждении. Если про статус для ЕНП и распоряжение вместо уведомления как бы ФНС подтверждает 100%, что статус 0.1 и 0.2, то для неналоговых доходов, пока нет приказа 107Н, я не могу озвучивать, но он тоже должен в ближайшее время быть. То есть там будете указывать КБК, который предусмотрен. Ну вот, по-моему, вот все-таки... нужно ли подавать уведомления по налогу на прибыль? Я говорила, что уведомления подаются только по налогам, которые уплачиваются авансовыми платежами. Ну и таких вот вроде вопросов, вроде на все мы ответили. Может быть, кто-то еще что-то... Да, значит, уже вы все понимаете, уже понимание придет, главное не бояться, то есть несколько раз перечитать, посмотрите слайды, понимание оно придет, это может быть изначально кажется страшно, а вообще очень удобный будет личный кабинет. И я знаю, что учетные системы плательщиков, там вот 1С, контур, они дорабатывают, вносят изменения, подстраиваются под изменения, которые вносятся в Федеральная налогослужба, и они будут готовы свои изменения внедрить уже с 1 января. То есть я видела демонстрацию вот 1С, у них тоже все это реализовано. Так что помощь какая-то вам будет. В настоящее время госпошлину оплачиваем по месту проведения судебных, скажем так, тяжб, да? По месту нахождения суда, да. Да. Угу. С 1 января будет только город Тула? Вот счет город Тула, а ИНН получателя я для неналоговых платежей не могу озвучить, потому что приказ 107Н находится на утверждении. И там еще вопрос с Минфином окончательно по неналоговым доходам не решен. То есть либо это будет ИНН получателя по месту нахождения суда, либо так же, как и ЕНП МИПа УДО. Я не могу озвучить, я не знаю окончательного варианта. Но будут изменения, поэтому нам нужно следить за 107Н. Но мы платим обычным платежным поручением, правильно? Вы платите, да. Да, обычным платежным поручением. Реквизиты получателя, вот счет УФК по городу Тулы, а дальше реквизиты в зависимости от того, как будет Минфином согласовано. Все тогда, да? Спасибо большое специалистам Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми за такие разъяснения подробные. Да? А сейчас мы переходим к другому докладу. Слово предоставляется Коновалюк Людмиле Александровне, начальнику отдела персонифицированного учета и обработки информации номер 1 по Республике Коми, с докладом по теме изменения законодательства в персонифицированном учете и отчетности Пенсионного фонда России с 2023 года. Людмила Александровна. Добрый день, уважаемые слушатели. Значит, основные изменения законодательства об индивидуальном персонифицированном учете с 1 января 2023 года. Уже много раз было озвучено, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд Российской Федерации, я научусь,
И Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с законом 236 ФЗ 14 июля 2022 года объединяется в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Сокращенное наименование Социальный фонд России, СФР. Значит, с 1 января 2023 года федеральным законом 237 ФЗ вносится ряд поправок к законодательству об обязательном пенсионном страховании и об индивидуальном персонифицированном учете. Основные изменения у нас следующие. Это то, что страхователь представляет в органы фонда сведения для индивидуального персонифицированного учета в составе единой формы сведений, включающий в себя также сведения о начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. У нас появляется единая дата представления сведений, 25 число, и единая форма сведений представляется именно за периоды, начиная с 1 января 2023 года. Итак, вот что необходимо будет представить в 2023 году. Сначала, значит, разберем отчетность за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года. Все, что касается периодов до 1 января, мы представляем, вернее, вы представляете в порядке, действовавшем до дня вступления в силу федерального закона 237 ФЗ. То есть сведения по форме СЗВМ не позднее 16 января 2023 года. Сведения по форме СЗВ стаж за 2022 год не позднее 1 марта 2023 года. Сведения по форме ДСВ-3 не позднее 20 января 2023 года. Сведения по форме СЗВ-ТД за периоды, которые истекли до 1 января 2023 года, вы представляете не позднее 16 января 2023 года. Но в случае, если в декабре у вас были мероприятия, например, 31 декабря, может быть такое, кого-то приняли на работу, у вас срок представления следующий рабочий день, значит, вы представляете сведения 9 января, то есть в случае приема, увольнения, либо у нас есть такие категории приостановления, возобновления трудового договора. Так, дальше еще покажу слайд. Вот здесь оговаривается вот с 30 по 31 декабря прием, увольнение, приостановление, возобновление. Все остальные кадровые мероприятия 16 января 2023 года срок. Так, теперь чуть-чуть вернемся назад. Значит, за отчетные периоды, начиная с 1 января 2023 года. Уже все, действует новый порядок, новая форма. Сейчас мы к ней перейдем. За отчетные периоды, начиная с 2023 года, в соответствии с федеральным законом 27 ФЗ в редакции 237 закона, страхователи представляют Социальный фонд России единую форму сведений, ЕФС-1. Единая форма сведений и порядок ее заполнения пока еще не утвержден, находится на утверждении Минюсте. Сделать это обещают к 1 января 2023 года. Но бланк формы ЕФС-1 уже готов, размещен на федеральном портале. Содержит он также и порядок ее заполнения. Можно скачать, в принципе, в «Консультант плюс» любых других правовых навигаторах в разделе «Проект закона». Так, наверное, перейдем сюда. Значит, новая единая форма отчетности объединит и заменит отчеты, которые кадровая служба на сегодня готовит в ПФР и ФСС, а именно СЗВ-ТД, СЗВ-стаж, СЗВМ, 4 ФСС и ДСВ-3. То есть все те сведения, которые отражались в этих формах, включатся в единый отчет. Обращаю внимание, что с 1 января 2023 года законодатель исключает обязанность страхователя по представлению в Социальный фонд России сведений о факте работы по форме СЗВМ. Направлять ЕФС-1
Как и прежде, всю отчетность можно будет в двух форматах: бумажном и электронном. В электронном формате форму будут представлять страхователи, у которых среднеспичечная численность застрахованных лиц, включая исполнителей по договорам ГПХ, превышает 10 человек. Остальные, значит, имеют право сами решать, как сдавать отчетность в бумажном виде или по электронным каналам связи. Еще хочу нацелить всех страхователей. Представлять отчетность необходимо будет по месту нахождения теперешних отделов персучета в пенсионном фонде. То есть вся отчетность будет представляться в бывшие подразделения пенсионного фонда. И за 2023 год с регистрационными номерами пенсионного фонда. Пока у нас не, скажем, поставили единую цифровую платформу, далее номера регистрационные будут меняться. Но пока мы об этом не говорим, потому что единой цифровой платформы пока у нас нет. Кратко рассмотрим состав раздела формы ЕФС-1. Форма будет состоять из титульного листа и двух разделов. Раздел 1 – это сведения о трудовой деятельности, страховом стаже, заработной плате и дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. И раздел 2 – это сведения о начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Я коротко расскажу про раздел 1, так как он касается отчетности пенсионного фонда. К сожалению, коллеги из ФСС у нас сегодня не присутствуют, но могу кратко очень про них рассказать. Значит, подраздел 1.1. Сведения о трудовой деятельности. Под трудовой деятельностью в данном случае понимаются периоды работы по трудовому договору, периоды замещения государственных и муниципальных должностей, периоды замещения должностей государственной, гражданской и муниципальной службы, и иные периоды профессиональной и служебной деятельности в отношении отдельных категорий застрахованных лиц. Сведения о трудовой деятельности вы будете заполнять точно так же, как делали раньше это в СЗВ-ТД. Правила аналогичны. Изменения касаются только необходимости подавать сведения о начале и окончании договора ГПХ. Также есть новшества. Есть ли форма у меня здесь? Так, вот форма. Есть новшество у нас появилось поле ИНН, оно заполняется при наличии. И еще одно новшество. У нас введен классификатор причин увольнения, то есть не нужно будет прописывать номер статьи, законодательный нормативный документ, по которому вы произвели увольнение. Будет нужно только найти код, а не формулировку. То есть этот код тоже будет прописываться в классификаторе. Эти классификаторы, они в качестве приложений к порядку заполнения формы имеются. Сроки представления данного раздела. Именно раздел 1.1 должен быть представлен. Все зависит от ваших кадровых мероприятий. Да? Именно не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа, приема на работу, увольнения, а также приостановления, возобновления действия трудового договора. Это по мобилизованным сотрудникам. А также в случае заключения договора гражданско-правового характера, либо его расторжения. Единая форма сведений содержит информацию договора гражданско-правового характера и представляется не позднее рабочего дня, следующего дня, за днем заключения застрахованным лицом соответствующего договора, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем его прекращения. Так, вот, забываю переключать слайды. Данная информация также будет на слайдах иметься, сможете ее потом еще раз прочитать. И второй срок для представления данного раздела 1.1 – это у нас не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Там указываются мероприятия, которые не были оговорены в предыдущем. То есть это у нас перевод на постоянное место, на другое постоянное место работы, подача заявления о продолжении ведения трудовой книжки, изменение наименования страхователя, переименование,
установление присвоения квалификации работнику и еще лишение права в соответствии с приговором суда занимать определенные должности. Следующий слайд. Так, следующий раздел, подраздел 1.2. Сведения о страховом стаже. Данный подраздел заполняется на лиц, условия труда которых отклоняются от общих. То есть это периоды работы в территориальных условиях РКС, МКС, село, вахтовый метод работы, работа по договорам ГПХ, уход за ребенком до 3 лет, нахождение в отпуске без сохранения заработной платы и прочее. То есть, так как мы все живем на территории Республики Коми, в Сыктывкаре конкретно у нас территориальный код МКС, поэтому все страхователи, которые осуществляют работу в Сыктывкаре, будут сдавать эту отчетность. Подраздел 1.2. Впервые нужно будет представить Социальный фонд России уже в 2024 году. То есть у нас срок 25 января 2024 года. Но в некоторых случаях действуют специальные сроки. Это вот сама форма, подраздел. Вот есть специальные сроки, когда мы представляем межрасчетный период. То есть сведения о стаже представляются на таких категориях лиц, которые подают заявление на назначение пенсии. То есть бывают случаи, когда для определения права застрахованного лица на страховую пенсию, в том числе при досрочном назначении страховой пенсии в связи с особыми условиями труда, требуется учесть период работы календарного года, и в данном случае срок представления отчетности у нас уже будет 3 календарных дня со дня поступления запроса от фонда, либо со дня обращения застрахованного лица. Следующий, так, тут особенностей, наверное, никаких нет. Форму посмотрели. Еще хочу сказать про тип сведений. В настоящий момент у нас есть такой тип сведений, дополняющий. С 2023 года данный тип сведений уже не будет иметься. У нас есть только исходная форма, форма назначения пенсии, корректирующая и отменяющая. Если, например, сведения у вас не были приняты по какой-то причине в связи с ошибкой или еще по каким-то причинам, и пришел в протоколе код ошибки 30, значит, на это застрахованное лицо вы представляете снова исходную форму. Надо иметь это в виду. То есть дополняющей формы нет. Форма списочная, и за каждое застрахованное лицо, то есть если вы забыли представить на какого-то одного из ваших сотрудников, уже отдельный штраф. То есть каждый раз вы сдаете исходную форму. Так, перейдем к следующему разделу. Раздел 1.3. Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных муниципальных учреждений. Ранее мы единожды принимали данную форму, она называлась СИОЗП, и бюджетники, которые присутствуют на данном мероприятии, наверное, знают ее. Но теперь эту форму вводится у нас ежемесячно. Значит, не позднее 25 числа следующего за отчетным необходимо представлять раздел тем учреждениям, которые занимаются видами деятельности из перечня Минтруда. В него вошли образование, наука, здравоохранение, социальные услуги, культура, искусство, кинематография. Утвержден перечень видов ОКВЭД приказом Минтруда 507-Н от 2 сентября 2022 года. Данные учреждения будут ежемесячно раскрывать сведения о размере выплат, которые входят в состав заработной платы, размере тарифной ставки, оклада. Хочу отметить, что данная отчетность, вернее, сведения из данной отчетности не будут отражены на лицевых счетах застрахованных лиц. Данный раздел введен только по желанию профильных министерств. Пенсионный фонд
будет применять штрафные санкции по этой отчетности только за нарушение порядка представления. Так, вот кратко рассмотрю эту форму, потому что тут бюджетников, наверное, не самое большое число, но все равно. Подраздел очень кодифицирован. Каждая графа заполняется соответствующими кодами, которые указаны в классификаторах. Все это можно прочитать, каким образом заполнять и где классификаторы. Это все в порядке заполнения формы. Те бюджетные специалисты, которые делали это ранее, они наверняка уже все знакомы с этими кодами, и дополнительно для них не составит труда это заполнить. Вот так вот примерный образец заполнения выглядит, и вы видите, что в основном коды, 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 коды. Значит, есть у нас еще два подраздела, на них очень кратко остановлюсь. Подраздел 2 – основания для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии. Данная форма абсолютно идентична форме ОДВ-1, которую вы сейчас представляете вместе с формой СЗВ «Стаж». Поэтому останавливаться кратко не буду, все графы соответствуют предыдущей форме. И подраздел 3 тоже дублирует представление отчета, который сейчас у нас называется ДСВ-3, без изменений. Оговорюсь еще, извините. Подраздел 2 мы представляем тоже один раз в год вместе с формой, вернее, вместе с разделом 1.2 сведения о стаже. первый срок у нас 25 января 2024 года. И подраздел 3 сведения, которые у нас как ДСВ-3 идут, то есть по дополнительным страховым взносам, он представляется ежеквартально, то есть первый срок представления данного подраздела 25 апреля 2023 года. Раз в квартал, 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Вот в основном такую общую информацию рассказала. Значит, сведения, которые будут в разделе 2 по фонду социального страхования. Из предыдущих лекций фонда социального страхования я слышала, что форма тоже похожа на отчетность по форме 4 ФСС. Также в порядке заполнения можно будет подробно знакомиться. Думаю, что значительных изменений они там не претерпели. Можно сказать, что периодичность представления единой формы различна. То есть если ТД вы представляете можете и несколько раз в месяц, то раздел 1.2 сведения о стаже один раз в год, либо если у вас кто-то выходит на пенсию по запросу. ДСВ у нас представляется раз в квартал. То есть как будто бы по срокам представления единственное, что число у нас поменялось, а сроки представления, периодичность осталась прежней. Форму можно представлять не целиком, а подразделами. То есть если у вас отдел кадров и бухгалтерия заполняют разные разделы, например, отдел кадров будет заполнять раздел 1.1, они могут его заполнить и представить отдельно от отчетности, которую будет заполнять бухгалтерия. То есть можно представлять отдельно. Не влияет на исполнение. Еще хочу сказать про применение финансовых санкций. У нас поменялась ответственность за нарушение порядка представления отчетности. За непредставление в срок и представление неполных, недостоверных сведений сумма осталась прежняя, 500 рублей по каждому застрахованному лицу. И за несоблюдение порядка сдачи в виде электронных документов 1000 рублей за один документ. Но страхователь может каким образом избежать финансовых санкций? Во-первых, если представляют уточненные сведения в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об устранении ошибок. Очень внимательно смотрите протоколы, полученные после представления отчетности. Бывает, что там что-то у вас сделано неправильно, мы уведомляем, даем 5 дней на исправление. В течение 5 дней, если представляете, штраф не применяется.
И также есть еще одно новшество. Законодательно установлен срок для оплаты по требованию, это в случае, если вас уже оштрафовали, 20 календарных дней. В случае, если страхователь оплачивает финансовые санкции в течение 10 дней после получения требования, он имеет возможность оплатить сумму штрафа в размере 50% от его общей суммы. То есть это вот по аналогии со штрафами ГИБДД. Еще хочу уточнение одно сделать, то есть сведения о трудовой деятельности, этот раздел 1.1, применяются штрафные санкции за каждое застрахованное лицо. Поэтому очень внимательно относитесь к подаче сведений по договорам ГПХ. Если вы, например, бывает такое, что сведения о заключенном договоре до специалиста, который представляет отчетность, не доходят своевременно. И он представляет отчетность, будет, возможно, представлять отчетность уже позже, да, например, позже установленного срока, чем на следующий рабочий день. Тогда за каждое мероприятие, то есть, например, заключение договора ГПХ и расторжение договора ГПХ за одного и того же человека у вас уже будет штраф 500 и 500 тысяч рублей. То есть это очень большая нагрузка и на вас, и на нас тоже. Мы не рады штрафам, мы всегда за взаимодействие. Пожалуйста, обращайтесь при всех вопросах лучше к специалисту нашего фонда, для того, чтобы как-то мы подсказали, каким образом лучше представить отчетность, чтобы у нас не было штрафных санкций. Все, у меня все. Если есть какие-то вопросы, я слушаю. По договору ГПХ, значит, дата заключения и дата окончания на следующий день. А если у нас, например, договор ГПХ заключен на год и подтверждаются приложениями акты выполненных работ, в течение года человек может... Рамочный договор, да? Да, да. В течение года это может быть, например, 4 акта за год. То есть вот тогда каким образом подавать? Пока привязываемся только к дате заключения договора. Вот вы заключили на год, пусть будет это 9 января. Да? 10 января представляйте сведения о дате заключения договора. Когда у вас договор заканчивается, пусть это будет 31 декабря или дата, да? Тоже также на следующий день рабочий. А по актам выполненных работ, это вы уже будете представлять сведения о стаже, то есть сколько по факту у вас человек работал. Например, он, может быть, работал ежеквартально по 3 дня, к примеру, да. Вы будете проставлять, так же, как и раньше, в сведениях о стаже, неополдок, да, параметр, что у вас он был по договору, но это были неоплачиваемые периоды. Я уверена, что эти периоды будут сходиться со сведениями, которые вы представляете в РСВ, да, начисления по акту выполненных работ. То есть должно все сходиться. Сведения, которые вы представляете в РСВ о начисленных страховых взносов, о выплатах ему, и в сведениях, которые вы показываете в стаже. Потому что иначе у пенсионного фонда и у налоговой инспекции, я думаю, что будут вопросы, мы будем направлять вам какие-то уведомления для того, чтобы вы представляли пояснения. Пока так. Потому что у нас тоже много вопросов по этому вопросу, каким образом стаж, да, будет определяться у этого человека. У нас точно так же, как у специалистов пенсионного фонда, много вопросов, но мы говорим пока то, что написано в законе. Что будет это на практике, может быть, какие-то изменения, какие-то уточнения будут внесены. Если договор ГПХ заключен с 1 января, он должен попасть в сведения 9 января, первый рабочий день, я имею в виду, да? Да. И второй вопрос по ГПХ. У нас, например, работники, основные работники, которые в штате, в свободное от работы время, мы с ними заключаем договор ГПХ. Они 2 раза показываете. 2 раза, да? Да, 2 раза. То есть, например, у вас есть трудовой договор, это будет одна строчка, например, трудовой договор, и вторая строчка договор ГПХ. То есть, если это одновременно. Если это не одновременно, например, у вас может быть договор ГПХ заключен в декабре 2022 года, вы его не показываете сейчас, да? И, например, он будет расторжен в январе, вы показываете только расторжение, то есть одно мероприятие, расторжение трудового договора, договора ГПХ январем. То есть его начало уже показывать не нужно. Хорошо, понятно. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Можно дополнение, получается, ГПХ? А если он рамочный договор, он, допустим, с ноября по март месяц? То есть мы показываем, опять же, только стаж и увольнение? Нет, вы обязательно о датах начала и датах расторжения. Но он в 22 году заключен. Закончен в 22 году? Заключен в 22 до марта 23-го.
Вот тогда в марте 23-го, следующий день, когда у вас заканчивается договор, показываете только расторжение. А акты выполненных работ в стаже показываем, да, помесячно? Да, стаж Да? вы отражаете так, как по вашим данным этот человек осуществлял трудовую деятельность. Ну, Всё. не трудовую, а вот ваши работы. Ясно, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, мы все-таки ориентируемся на дату заключения договора или на дату оказания услуг? То есть, например, Дата заключения договора в если законе человек, прописана. например, принят с 1 Да, января, так же, как и по трудовым договорам. Так же, как и по трудовым договорам, дата издания приказа. Вот если у вас, например, дата издания приказа, ну пусть будет 9 января, приступить к работе, пусть будет с 20 января, вы все равно показываете 10 января, ну то есть не позднее 10 января вы должны представить эту форму, хотя он даже у вас будет работать с 20-го. Очень много таких ошибок, ну я знаю, что задают такие вопросы, то есть в некоторых учреждениях они не могут принять человека день в день, то есть принять на работу с 9 января и приступить к 9 января. И делают приказ заранее. Бывает, что приказ о приеме на работу бывает декабрем, а приступить с 9 января. Все равно нужно представлять по дате, ну, то есть ориентируемся на дату приказа или дату заключения договора ГПХ. Пока вот такие даты. Еще вопросы? Пожалуйста. С СЗВМ сейчас не будет ежемесячной отчетности. Не Мы будет. предоставляем единую форму сведений, где отражаем те же самые данные, как в СЗВМ отражали, правильно? Нет, СЗВМ – это сведения о застрахованных лицах. Наподобие СЗВМ сейчас будет отчетность, которую вы будете представлять в ФНС. Это персонифицированные сведения о физических лицах, насколько я запомнила, называется. То есть там будут отражены сведения ФИОС, НИЛС и ННН и сумма выплат за отчетный период, который данному застрахованному лицу. То есть она будет наподобие. Но пенсионный фонд не будет, тут, скажем, не анализировать эту форму, не штрафовать за нее. Мы ее будем видеть информационно, только для нас А она какая будет тогда в передаваться. пенсионный фонд ежемесячная форма сейчас остается? Ежемесячная. Сведения. Первый раздел 1.1. Это ежемесячно. Бывшая СЗВ ТД. Понятно. Ежемесячная. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, мы благодарим Людмилу Александровну за подробные разъяснения. Я хочу еще сказать об вопросах, которые были нам направлены, ранее заданы. Там из наших вопросов, я думаю, что на первый вопрос я ответила по форме СЗВМ. И был еще вопрос, касаемый фонда социального страхования о предоставлении справок, сведений о заработной плате за последние 2 года, которую в данный момент отменили для пенсионного фонда. У нас нет такой обязанности предоставлять эти сведения. Однако коллеги из фонда социального страхования мне подсказали, что есть постановление 2010, единственное, они сказали, от какого числа, в рамках которого они будут делать внутренний межведомственный запрос о представлении недостающих данных. Скорее всего, он будет делаться в пенсионный фонд, то есть работодатель не будет обязан предоставлять эти сведения. И по любым вопросам, касаемо прямых выплат по больничным листам, попросили обращаться к начальнику отдела прямых выплат. Можете записать номер телефона 28 48 97. Соловьян Игорь Анатольевич. У меня все. Спасибо за внимание. 28 48 97. Это именно по прямым выплатам больничных листов. Еще раз благодарим Людмилу Александровну. И слово предоставляется нашему партнеру Бубновой Екатерине Александровне, эксперту ООО «Консультант Плюс Коми» с темой доклада «Реализация изменений законодательства в программе «Консультант Плюс». Екатерина Александровна.
Уважаемые слушатели, доброго дня. Сегодня мы очень много говорим о таких масштабных изменениях, да, которые нас ожидают с 2023 года. И, конечно, возникает необходимость еще раз вернуться к этим изменениям, подробно их изучить. Ну и, конечно, нюансы, которые нас ожидают. И как раз вот такую информацию вы найдете в надежном источнике. Это справочно-правовая система «Консультант Плюс». И сегодня я покажу, как это можно сделать максимально эффективно, быстро и легко. Поэтому сейчас я все ваше внимание попрошу на экран, ну а я присяду. Итак, перед вами стартовая страница системы. Я напомню, что ее можно настроить под свои профессиональные задачи, а именно изменить профиль. Да, и как видим, можно изменить профиль на бухгалтерии и кадры. Почему рекомендуется это сделать? Потому что стартовая страница в первую очередь отображает те потребности, которые соответствуют вашей профессиональной деятельности. Конечно, в первую очередь это новостная страница. И здесь можно воспользоваться блоком «Все новости». Почему также удобно использовать такую новостную страницу? Потому что достаточно оперативно поступает информация от органов власти непосредственно. И, конечно, это позволит всегда видеть актуальную информацию, потому что эта новостная лента обновляется в течение дня несколько раз. Что касается нашей темы, да, о которой мы сегодня много говорили, в частности, о едином налоговом платеже. Обратите внимание, справа есть возможность с помощью вот такого тематического указателя выбрать нужную тему. И вот тут мы достаточно оперативно получаем информацию, связанную с нашей темой, на что обратить внимание. И вот в частности, да, вот мы видим, есть, например, такая полезная информация, как переход на ЕНП с 2023 года. Организации ИП могут узнать предварительное сальдо счета. И вот такая краткая информация с возможностью перейти непосредственно к официальной информации от налоговой. Ну и, конечно, здесь вы познакомитесь с другой, не менее важной информацией. Дополнительно хочу обратить ваше внимание на раздел «Обзоры», который также позволит вам изучать основные изменения в законодательстве. Здесь есть отдельно блок «Новости для бухгалтера», но я хочу обратить ваше внимание на раздел изменения налогового законодательства. И в частности, здесь появился блок вот именно по изменениям, которые нас ожидают в 2023 году. Очень кратко, достаточно доступно, опять же, с помощью, допустим, темы обзора вы можете достаточно быстро перейти к необходимой информации, кратко и с возможностью перейти к основному закону. Также дополнительно здесь в разделе «Обзоры» хочу обратить внимание на такой блок, как «Актуальные темы». Потому что тут всегда также представлена достаточно свежая, интересная, абсолютно для всех пользователей системы информация. Обращаясь к нашей теме «Единый налоговый платеж», можно вот так вот уточнить список документов, чтобы быстрее найти нужную информацию. И здесь есть обзорный материал, который как раз посвящен единому налоговому платежу, единому налоговому счету, как платить налоги и взносы в 2023 году. Краткая информация, вот как раз то, о чем мы сегодня говорили, да, представитель рассказывал налоговой. И вот тут тоже вы можете подробно изучить. И в конце, конечно, мы увидим основополагающий документ, который вносит изменения в налоговый кодекс. Вообще рекомендую обязательно переходить в основополагающие документы, потому что наверняка появляются вопросы по применению этой новой нормы, и в системе реализована такая достаточно удобная возможность, которая позволяет вам быстро находить всю консультационную аналитическую информацию по применению нормы. Обратите внимание, справа на правой панели есть кнопка «Дополнительная информация к документу». И в этом случае строится перечень всех документов, связанных с применением нашей нормы. Слева мы видим так называемый дерево-список, который позволяет быстро переходить к тому виду информации, которая нас интересует. Тут и нормативные документы, различные судебные решения. Ну и в частности, конечно, нам поможет раздел «Финансовые кадровые консультации». Тут мы видим, есть возможность изучать разъясняющие письма органов власти, материалы в виде вопросов, ответов, которые наверняка будут актуальными для вас. Ну и особенно обращаю внимание на материалы в информационном банке «Бухгалтерская пресса и книги», потому что тут как раз вы найдете
полезного материала в виде готовых решений, и преимущество таких материалов, как готовые решения, они позволяют видеть актуальную информацию, уже проанализированную, и вот в частности тоже сегодня говорили о взыскании задолженности по налогам, пеням, штрафам с 1 января 2023 года, и вот как раз здесь вы найдете достаточно полезную информацию по этому вопросу. С помощью оглавления, конечно, перейдете к более подробной информации, даже можно увидеть информацию о том, как обжаловать акты налогового органа в случае, если вы не согласны, да, с решением. Вот. То есть вот такая полезная информация позволит вам подготовиться к этим новшествам, да, и достаточно быстро найти нужную информацию. И что касается второй блок, да, у нас такой по масштабным изменениям, это объединение двух фондов, да, ФСС и пенсионного фонда. Ну, нам, конечно, на помощь придет поисковая строчка быстрого поиска, и мы введем ключевые слова. Объединение ФСС и ПФР. И отчетность. Потому что вопросы связаны очень много именно с отчетностью. Да? И вот тут я хочу обратить ваше внимание на то, что как раз и представлен проект постановления, мы уже сами говорили, да, об этой основной форме, и очень удобно то, что вы сразу же можете познакомиться с самой формой в этом блоке, непосредственно перейти вот по такой ссылке в форму в формате PDF, да, вот я могу ее открыть. Вот, и тут сама форма представлена. Напоминаю, что пока это еще только проект, но тем не менее, да, как уже было сказано, уже ожидается, что он скоро будет принят. И опять же, когда появляется информация, вот именно непотребность по разъяснению, как заполняется эта форма, об этом уже тоже было сказано, но тем не менее очень быстро это можно найти, опять же, с помощью кнопки «Дополнительная информация», потому что здесь вы увидите как раз типовую ситуацию, которая и позволит вам подробно увидеть о том, как заполнить и как сдать такую форму. Да? То есть форма еще не установлена, но тем не менее у вас уже есть возможность увидеть и образцы заполнения такой формы. Вот и по подразделам точно так же. Помимо этого, конечно, есть уже и информация от различных авторов, статей с периодических изданий, тоже можно зайти почитать. В общем, как вы видите, информации достаточно много. И, конечно, я хочу напомнить о том, что когда есть необходимость в дальнейшем отслеживать все изменения к нужному документу, а в частности, вот это проект постановления правления Пенсионного фонда нам очень важен, да, чтобы отследить, когда же все-таки будет принят вот именно вот эта форма принята, то рекомендую документы, нужные для вас, ставить на контроль, для того, чтобы система в дальнейшем вас информировала обо всех изменениях, которые произойдут. Как это можно сделать? Напомню, кнопка, избранная на панели быстрого доступа, позволит вам именно положить в папку «Документы на контроле». Да, вот есть отдельный блок «Документы на контроле», нажимаете «Добавить», и как только появится информация о том, что этот проект уже принят, у нас будет информировано при запуске системы в виде вот такой молнии, как раз вот здесь вот и представлена информация о том, что в документах на контроле произошли изменения, и вы в любом случае эти изменения не пропустите. Поэтому обязательно ставьте на контроль нужные для вас изменения, нужные для вас документы. Далее. Ну, по другой информации отчетности, что еще хочется отметить. Да? Есть такой блок в системе, как календарь бухгалтера, вот тоже можно в поисковой строчке задать. 2023 год, воспользуемся подсказкой, где вы увидите как раз информацию в целом по всем срокам сдачи отчетности, да, и в том числе, как мы видим, уже новые сроки с 1 января 2023 года по различным видам налогов. Вот, поэтому обязательно используйте в своей практике систему «Консультант Плюс». Я напоминаю, что если, допустим, у вас на рабочем месте нет возможности работать с системой, здесь в библиотеке
библиотеке также есть возможность обратиться к справочно-правовой системе «Консультант Плюс». Ну и также напоминаю о том, что если появляются вопросы практического характера, обращаю внимание, что есть кнопка «Задать вопрос». Вы можете обратиться к нашим экспертам, и вам на электронную почту, либо в режиме реального времени в виде чата будут отправлены ответы с пояснением, ссылками на нормативные документы, на материалы в системе «Консультант Плюс». Ну, еще раз, пользуясь случаем, напоминаю, что если есть среди вас те, кто хотел бы достаточно подробно изучить систему и понимаете, что нет навыков работы с ней, я напоминаю, что каждый из вас может абсолютно бесплатно пройти у нас обучение. Для этого достаточно обратиться к нам по номеру телефона 29 15 51, скажете, хотите учиться, и вас переключат на нашу службу, мы уже с вами будем дальше взаимодействовать. Спасибо вам за внимание, поздравляю с наступающим Новым годом и всех благ. До свидания, хорошего дня. Если есть вопросы, можно поднять руку, я подойду с микрофоном. Если вопросов нет, благодарю еще раз наших докладчиков за интересную и полезную информацию. Спасибо, слушатели, что были сегодня с нами, и объявляю семинар закрытым. Всего доброго, всем до свидания.